В 11:00 наша съемочная группа на Сухумском центральном рынке с сотрудниками госстандарта. Торговые точки предлагают большой ассортимент алкогольной продукции, вина различных видов, водку, коньяк и ликеры, в том числе импортного производства, а также местные алкогольные напитки, продаваемые на разлив. Атмосфера оживленная, покупателей много. Конечно же, к подобной торговле на улице под открытым небом и палящим солнцем возникает много претензий. Отсутствие лицензии, маркировки, соблюдение условий хранения, температурного режима, в общем, нарушения есть. Со слов продавцов это чача, мы не знаем, что это. Здесь у нас со слов продавцов это вино продается под солнечными лучами, ультрафиолетом. Категорически запрещено, если даже это вино, он меняет свою структуру и превратится в уксус в ближайшее время. Это небезопасно его так продавать. В данном случае после лабораторных исследований покажет, что это за продукт. Продукция, продаваемая на разлив, хранится в емкостях без какой-либо маркировки, что не позволяет установить ее происхождение и качество. Более того, алкоголь выставлен под прямыми солнечными лучами. Такие условия не подходят для хранения данной продукции. Для вина оптимальная температура должна поддерживаться на уровне от 12 до 18 градусов, а воздействие света и тепла может ухудшить качество напитков и сократить срок их годности. Это так называемый сладкий напиток, бле-лиз, как-то они его называют. Сгущенное молоко с содержанием спирта до 10%. Сладкий напиток самодельный. Мы его убираем с реализации. Мы даже его не рассматриваем как продукт. Представившись, инспекторы подробно рассказывают о цели проверки. Интересуются наличием разрешительных документов и сертификатов качества продукции. Продавцы, в свою очередь, уверяют, что все домашнее и качественное. И потому, как объясняют некоторые из них, не видят необходимости в том, чтобы лицензировать и маркировать. Хотя по существующим правилам покупатель должен владеть информацией о продукте не только со слов продавца. Несмотря на доводы, сотрудниками госстандарта образцы алкогольной продукции были изъяты для последующей лабораторной проверки. Нарушение мы уже видим, что солнечные лучи попадают на эту продукцию, это недопустимо. И вся вот эта продукция должна быть в помещении, в котором как бы температурный режим они могли бы удержать до 18 градусов. В аналитической экспертной лаборатории при госстандарте проверяют качество изъятых образцов. На руках у специалистов поступившие обезличенные пробы алкогольной продукции. Один образец вина, а также по одному образцу коньяка и чачи, изъятых ранее. Сначала исследуют вино. Определят параметры, основные показатели, объемную долю спирта, приведенный экстракт, установят содержание сахара. По полученным данным вино отнесут к соответствующей категории, проверят его соответствие требованиям ГОСТа. Каждую пробу специалисты проверяют 2 раза и выводят средний показатель. По первым показателям проба уже проходит. Сейчас получим вторые, выведем средний и посмотрим, проходит вино или нет. Чаще всего мы можем обратить внимание на те проблемы, с которыми мы сталкиваемся, по экстракту не проходит. То есть это бывают как естественные условия, когда не проходит, например, это климатические какие-то моменты. Например, солнца не хватало, если винодел работает непосредственно с виноградом, с виноградным соком. Вот. А бывает, что да, фальсификация могут разбавлять, к сожалению, более дешевыми сортами, либо могут подкрашивать, брать некачественное белое вино и красить его, выдавать как красное. Анализ проводится быстро. Это занимает около 5 минут. Результаты исследования были получены на момент съемок. Вино оказалось качественным. Это вино у нас полусладкое, так как норма от 18 до 45. Вот. По плотности она тоже хорошая, то есть 99,84. И надо будет вычислить сейчас экстракт, приведенный экстракт. Мы от экстракта отнимем сахар и посмотрим, какая величина должна быть не меньше 18. Мы получили величину 20, то есть данное вино является качественным и соответствует ГОСТу. Сегодня лаборатории госстандарта могут проверить только качественные показатели алкоголя. Химический состав проверить не представляется возможным. Для этого необходимо дорогое аналитическое оборудование. Например, газовый жидкостный хроматограф. И плюс нужны обязательно запрещенные вещества, прекурсоры, которые на сегодняшний день через границу официально проводить нельзя.
Этот вопрос мониторится в правительстве, мы об этом говорили, обсуждали, и мы надеемся, что общими усилиями мы добьемся, что сможем провозить кислоты, эфиры, спирты, и сможем уже полностью быть оснащены, как лаборатория Роспотребнадзора, к чему мы очень стремимся. По распоряжению председателя Госстандарта плановые рейдовые мероприятия, особенно в летний период, проводятся регулярно. Эти мероприятия направлены на изъятие алкогольной продукции, не соответствующей по качеству и безопасности. Группы выезжают по городам и районам, в основном в места выносной торговли. У предпринимателей отбираются пробы продукции, фиксируется ее количество в реализации. После лабораторного анализа, если продукция не соответствует стандартам, она снимается с реализации и утилизируется. В этом году уже утилизировано около 200 литров алкогольной продукции, не соответствующей требованиям. Продукция, которая не имеет маркировки, то есть неизвестен производитель, год выпуска и так далее, мы не рекомендуем ее приобретать и употреблять. Это одно. Во-вторых, вина и спиртосодержащая продукция не рекомендуется продавать ее в пластиковой таре. Для вин температура должна быть от 12 до 18 градусов. В помещении, где идет реализация продукта, она должна быть бутилирована в стекле, и на ней должно стоять год выпуска, название и кто производитель. А также они должны предъявлять сертификат качества. Абхазская алкогольная продукция действительно пользуется спросом, но безопасность должна быть приоритетом как для потребителей, так и для продавцов, отмечают сотрудники Госстандарта. Они нам представляют это как домашняя чача в основном. Но в основном это не так. Это обычный этиловый спирт. Тут около 3 или 4 только образцов показали вино. Остальное все это не вино, это спиртосодержащий некий продукт. Мы его даже не можем назвать винным продуктом, потому что там нет виноградного ничего абсолютно. Основная наша борьба убрать с реализации данной продукции, потому что она несет угрозу жизни и здоровью граждан. Госстандарт продолжит плановые и внеплановые инспекции. По всем вопросам нарушения прав потребителей можно обратиться по телефонам 777 54 58 222 60 79. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение.